Здесь нужно работать с дозировкой. Здесь будет так или иначе влияние на кислотность для того, чтобы продлить срок хранения мясных охлажденных изделий. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Ну-ка, наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Хардина Екатерина, и я ученый. Где-то на курсе втором-третьем я поняла, что тяготею к науке, появились интересные идеи, которые хотелось бы реализовать. Ну и, соответственно, был идейный преподаватель, будем так говорить, который поддержал меня, воспитал из меня достаточно полноценного ученого. В 2004 году меня заинтересовали антиоксиданты природного происхождения, и на тот момент это был достаточно еще малоизвестные переработки и производство антиоксиданта дигидрокверцетин, который производится на территории Российской Федерации. Ну и мы со моим научным руководителем поставили цель изучить его эффективность в отношении хранимоспособности именно мясных изделий. Сейчас перед нами поставлена задача разработать отечественный аналог забуференного уксуса. Разработка это действительно совместная межфакультетская. Зооинженерный факультет принимал участие и факультет агрономический в лице Владимира Афанасьевича Руденка, доцента кафедры химии. Здесь нужно работать с дозировкой. Мы понимаем, что это уксус, да? Мы понимаем, что здесь будет так или иначе влияние на кислотность мясного изделия, но вот с той дозировкой, с которой мы работали, мы не ощутили изменений во вкусовых свойствах готового продукта. Вносили мы его в количестве буквально 0,3% к массе несоленого сырья и получили неплохие результаты именно по микробиологическим показателям. Вообще проблема продления сроков хранения пищевой продукции, она всегда будет актуальна. И 10, и 15 лет назад она была всегда актуальна. И очень важно для потребителя донести продукт в том виде, в котором он был произведен. Воспитать действительно себе подобного ученого, будем так говорить, дать жизнь новому ученому. И я думаю, что когда мы взращиваем новое поколение, это самое главное для нас на сегодняшний день. Это, наверное, моя мечта, чтобы это был достойный человек в первую очередь и достойный ученый.